В эфире новости, продолжаем выпуск. Тува манит туристов не только своей красивой природой, но и богатством таежных лесов и водоемов. Изначально рыбалка и охота были средством выживания. Сегодня это больше хобби. В нашу республику ежегодно съезжаются любители такого промысла. Но как при этом не навредить? Об особенностях рыбалки и охоты в республике в Национальном музее рассказал заместитель председателя Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак. Охотовед-биолог Артыш Салчак начал лекцию со знакомства с фауной республики. В Туве насчитывает 72 млекопитающих, 240 видов птиц и 7 видов пресмыкающихся. В горно-таежной зоне обитают восточно-сибирские животные. Среди них сибирский горный козел, лось, морал, косуля и кабарга. Охота, как известно, была одним из основных способов добывания пищи. Благодаря ей выживали одни виды и умирали другие. С появлением людей все сильно изменилось. Как известно, охота, рыболовство и собирательство на протяжении тысячелетия являлись единственными источниками существования человека. Кроме того, лектор рассказал о разновидностях охоты. Так, если в средние века европейцы охотились ради забавы, и это была привилегия знатных людей, то в Туве охотились, чтобы выжить. Если посмотреть на традиционный быт тувинцев, то легко можно заметить шкуры разных зверей в одежде и в шалашах, говорит Артыш Салчак. Промысловая охота – это охота в целях извлечения прибыли. Ну и любительская и спортивная охота. Это охота, осуществляемая физическими лицами в целях личного потребления, продукции охоты и в рекреационных целях. Рыбалка в начале 20 века для тувинцев была в новинку. Однако со временем главными любителями водной охоты стали жители Тожи и Кахемского района. И уже многие туристические фирмы Тувы начали организовывать туры по рыболовным местам. Сегодня пришел на данную лекцию, потому что лекция именно идет про охоту и рыбалку. Охота меня мало интересует, а рыбалка в большей степени. Потому что с детства я люблю рыбачить и хочу организовать тур, рыболовный тур. По словам охотоведа-биолога, вопрос браконьерства в республике стоит очень остро. Если в старину тувинцы не охотились на беременных самок, то сейчас уже никто ими не брезгует. Они даже не соблюдают простейших правил поведения в лесу, убивают еще совсем маленькую дичь, и что самое страшное, их совсем не волнует то, что останется после них их детям и внукам. И чтобы не попасть в ряды браконьеров, нужно соблюдать определенные правила. Для этого надо получить охотничий билет единого федерального образца. Для получения охотничьего билета надо обратиться в многофункциональные центры по месту жительства или же государственным охотничьим инспекторам. Современный охотник – это наблюдательный натуралист, который получает удовольствие не от количества добычи на охоте трофеев, а особенности чувствовать красоту природы, понимать ее и уметь наслаждаться ею. Чинчиса Мугабу, телекомпания «Новый век».